Чуть более года Первомайский райсуд рассматривал одно из наиболее резонансных дел последних лет. Речь идет о реконструкции исторического музея и ремонте ипподрома в Чолпон-Ате. Сапару Исакову инкриминировали коррупцию, Мире Карыбаевой злоупотребление должностным положением. На заседании в этот раз судья зачитал приговор. Исакова Сапара Джумакадыровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 319, часть 2 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики и назначить ему следующие наказания. Окончательно определить Исакову Сапару Джумакадыровичу наказание в виде 18 лет лишения свободы. Ниру Аскеровну признать виновной в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 320 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 2600 расчетных показателей, то есть 260 тысяч сомов доход государства. В коррупции суд признал бывшего премьер-министра виновным. Кроме лишения свободы сроком на 18 лет, он также должен возместить ущерб в размере более 247 миллионов сомов. С приговором защитники Сапара Исакова не согласны. Ранее, к слову, он уже был осужден за коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека и приговорен к 15 годам лишения свободы. С приговором мы абсолютно не согласны. В связи с этим мы намерены обжаловать Бишкекский городской суд в течение 30 дней, подать апелляционную жалобу. Во время судебного разбирательства были допросены 53 свидетелей. Все дали показания, полностью подтвердили свои данные показания во время предварительного следствия полностью. А теперь немного предыстории. Обвинение в коррупции Сапару Исакову было предъявлено в конце 2018-го. В ГКНБ тогда сообщили, что он, будучи руководителем аппарата президента, вопреки интересам государства, привлек к реконструкции музея немецкую компанию. Так, в 2016 году между правительством Кыргызстана и турецким агентством по сотрудничеству и координации был подписан протокол о полной реконструкции исторического музея, включая создание его новой экспозиции. Согласно договоренности, турецкая сторона должна была выделить в течение 3 лет грантовые средства в размере 15 миллионов долларов. Экс-руководитель аппарата президента Сапар Исаков с другими должностными лицами, необоснованно вмешавшись в реконструкцию музея, потребовали завершить работы до 31 августа 2017 года. Турецкая сторона от выполнения реконструкции на таких условиях отказалась, в результате чего реконструкцию музея пришлось проводить уже за счет средств республиканского бюджета. Сумма составила 1 миллиард 520 миллионов 309 тысяч 404 сома. Затем Сапар Исаков, создав в 2017 году устойчивую противоправную связь с отдельными лицами в нарушение законодательств Кыргызской Республики, без проведения процедур госзакупок вопреки интересам государства, привлек к созданию новой экспозиции музея немецкую компанию Vitrinen und Glasbau Reyer. Так были не только установлены экспонаты, совершенно не соответствующие концепции исторического музея, но и стоимость их, ровно как и стройматериалов, была завышена в несколько раз по сравнению с рыночной стоимостью. Позже Сапар Исаков говорил, что лично контролировал реконструкцию музея. Клей, скотч, перчатки, мусорные мешки и инструменты, которые использовала немецкая компания, обошлись более чем в 3,5 миллиона сомов. Кроме того, ущерб от курсовой разницы в результате незаконного заключения договора с немецкой компанией в евро, а не в национальной валюте, составила более 42 миллионов сомов. А вот дорогостоящие и, как оказалось, совсем ненужные 2 статуи лошадей обошлись в 14 тысяч евро каждая. Каждый ствол вот этой инсталляции из деревьев стоит чуть больше 1100 евро. Оборудование для кафетерия и барная стойка 224 тысячи евро. Обычные стулья и те обошлись в 1200 евро каждый. И когда проверили, что вот эти лошади, они очень дорого были закуплены, и другие, например, мебель закупали тоже очень дорого. Там запланировали один угол вот, специально для кафе, тоже было очень сомнительно, зачем нужно историческому музею кафе и так далее. И вот потом начались следственные мероприятия, и по завершению выяснилось, что недостаточно составило 111 миллионов сомов. А ипподром в Чолпон-Ате строили без проектно-сметной документации, в связи с чем расходы были значительно увеличены. При этом финансовая отчетность подрядчиками предоставлена не была. Нецелесообразно были потрачены сотни миллионов сомов.
Экспертиза Республиканского центра сертификации показала, что асфальтобетонная дорога, на которую потратили более 30 миллионов сомов, не выдержит срока эксплуатации, а металлическая ферма на ипподроме за 8 миллионов сомов не соответствует проекту. Общий ущерб по делу о реконструкции музея и ремонте ипподрома составил более 247 миллионов сомов. Нурбек Иманов, Аяна Дюшикеева, Ильдиар Асанбаев, Алато 24.